Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Дети Саха-Азия, Елена Щеглова. Елена Александровна, здравствуйте. Добрый день. Ученик 8 класса школы номер 1 Коля Николаев. Коля, здравствуй. Здравствуйте. И ученица благотворительной деятельности, кроме того, что вы помогаете детям обрести семью, вы еще ведете активную работу по всестороннему развитию подрастающего поколения, и с этой целью проводятся различные конкурсы. И Виктория и Николай как раз-таки являются победителями конкурсов, которые прошли в 2017 году. И я хочу, чтобы сегодня вы немножко рассказали об этих конкурсах. Начну с Виктории. Виктория, расскажи, пожалуйста, о том, как ты узнала про конкурс, как он назывался и как ты решила принять. Так, готовилась я к нему где-то месяц. Я просто учила стихотворение, как и всегда, там жила своей жизнью. Конкурс назывался «Поэзия доброты» 2017. Да, конкурс чтецов. Угу. Так как 2017 год — это год доброты. Я, честно, не помню даты, но я помню свои ощущения именно, которые присутствовали при мне, когда я участвовала. Я пришла туда, и там было очень много людей. Там было примерно 140 человек, кажется, конкурсантов. Получается, я выступала самой последней, поэтому я слушала всех конкурсантов. И с каждым конкурсантом мое волнение как-то нарастало, потому что все дети были настолько талантливые, они рассказывали с таким чувством, и мне немного было страшно, признаю. И когда объявили меня, я вышла и попыталась вложить всю душу в это стихотворение, так как это было стихотворение Евгения Евтушенко «Алмазы», и как раз он, получается, к сожалению, погиб прямо за несколько дней до конкурса. И поэтому в память ему я попыталась это стихотворение рассказать со всей своей душой и со всей любовью к этому писателю, поэтому. И я выступила, и, получается, 5 человек из моей старшей группы прошли в финал, если так можно сказать. Да, это был финал. Да. И я уже, на самом деле, я немного была в такой эйфории. И когда сказали, что я заняла 1 место, я вообще сначала не поверила. Для меня это был шоком. Я позвонила, конечно же, маме, она поздравила меня, но я до сих пор... В конце 2017 года, когда уже подводились итоги работы фонда, это здорово, у тебя поставленный голос такой звонкий, ты так себя хорошо держишь, и само стихотворение с такой подачей, и с такой любовью было прочитано, и с таким уважением читать, вот постановка голоса, потому что у тебя все на уровне, прям на высоком. Нет, на самом деле я не занималась, я ходила, получается, в театральную студию, но это продлилось несколько месяцев. Потом почему-то я бросила это занятие, но продолжала рассказывать стихотворение. А так, этот конкурс был моим первым. Поэтому. Здорово. И ты еще стала обладателем самого ценного приза, да? Это поездка в Москву в 2017 году. Я сильно не утомляла. А потом уже еще послушаем тебя. Елена Александровна, расскажите, пожалуйста, в этом году будут точно такие же конкурсы проводиться? Или же какие-то изменения произошли? И как в этом году тем, кто может себя показать детям, принять участие в этих конкурсах? Конкурс чтецов у нас является традиционным, то есть мы его проводим ежегодно, меняется лишь тема. А в этом году у нас сразу 2 конкурса чтецов, то есть нам настолько это все нравится, настолько у нас талантливые дети в Якутии, что мы решили провести сразу 2 конкурса чтецов, и в этих 2 конкурсах победители поедут в Москву также. Первый конкурс — это республиканский очно-заочный конкурс чтецов «Разукраси мир стихами». То есть этот конкурс уникален тем, что здесь, если вы не можете приехать в город Якутск, вы можете отправить видеозапись своего выступления со стихотворением на электронную почту организаторам, то есть нам. И вы также примете участие в этом конкурсе. А те детки, которые будут участвовать очно, то есть непосредственно придут и расскажут нам. Слышал про эти конкурсы, да, прям
несколько дней для того, чтобы поставить заявку свою и принять участие. Мне очень нравится, я послушала Викторию, что быстро проходит, да, мобильно очень. То есть дети прочитали, и сразу же 5 финалистов, да, и сразу же из них выбирается победитель. Не нужно ждать, не нужно мучиться. Ой, там я прошел, не прошел. Да, здесь нет такого большого ожидания, потому что вы приходите, вы сидите все вместе в одной аудитории, то есть детки сидят, они рассказывают день. И буквально через 3 часа после начала конкурса вы уже узнаете, поедете вы в Москву или нет. То есть это очень быстро, и вы не нервничаете, не переживаете много дней подведения итогов там. А также у нас еще есть второй конкурс, который в этом году проходит, тоже конкурс чтецов. Это конкурс «Твори добро другим во благо». Здесь необходимо прочитать стихотворение, которое бы рассказало о милосердии, о добре, о благотворительности, о помощи близким. Здесь также необходимо направить заявку, но уже до 31 марта, то есть немножко побольше времени. И сам конкурс состоится 4 апреля. То есть суть будет та же. Вы приходите, читаете стихотворение, и, возможно, вы выиграете поездку в Москву. А для тех, кто захочет отправить заявку, как это можно сделать быстро в интернете? Набрать просто фонд «Дети Сахазия». Да, сайт. Нужно будет открыть наш сайт. То есть в любом поисковике забиваете наше название «Дети Сахазия», вам открывается сайт, и в разделе «Конкурсы» вы выбираете любой конкурс, который вас заинтересовал. Там есть положение, там есть все заявки, вся подробная информация. То есть все максимально удобно. А если кто-то захочет позвонить и просто Да, с нами также можно легко связаться по номеру 42 13 37 42 20 90. То есть на все вопросы расскажем, все ответим, там все подробно. Отлично. Хочу к Николаю перейти. А ты как связался с фондом «Дети Сахазии», чтобы принять участие в конкурсе? И в каком конкурсе ты принял участие? Я принял в конкурсе достижений. Мне мама сказала, типа, тут такой конкурс появился достижений, и мы сделали видео. И в видео мы предоставили мои таланты, как я рисую, как я играю на инструментах, как пианино, гитара, флейта. О, как много инструментов ты знаешь. Еще я пишу музыку. Там свои спортивные достижения предоставил. Достижения как в футболе, так и в баскетболе. Такое насыщенное видео. Получается, что мама была инициатором того, чтобы ты принял участие в конкурсе. Да, она во всем меня поддерживает, помогает во всем. Здорово. И ты отправил это видео, зашел на сайт, да, отправил это видео, так? Да. И мы связались с Леной. Да, мы когда посмотрели видео, мы были на самом деле в шоке. Мы думали, что таких детей уже не бывает. Потому что Коля не только отличник, активист, он помогает детям, которые отстают по учебе. То есть он подтягивает детей. Он занимается спортом, и не просто там каким-то одним, а баскетбол, футбол. Он занимается музыкой, он рисует, он делает куклы своими руками. То есть мы когда это посмотрели, мы просто всем своим знакомым ставили в пример Колю, потому что прям Коля не должен стесняться, Коля должен рассказывать везде о том, что он умеет, потому что ты замечательный пример для других детей. Спасибо. Это правда. А как ты столько много всего успеваешь? Почему ты решил всему этому научиться и так разнопланово, да? И музыка, и рисуешь, и делаешь, мастеришь куклы, и тут же и спорт. Потому что я с детства люблю рисовать, ко всему творчеству. Мой брат тоже рисует, и сестра тоже делает куклы. А сестра меня научила... сестра — это Харчанова Пагай. Она меня научила делать куклы. Еще мама журналист. Из родственников, получается. Ты решил научиться всему, что умеют твои близкие, да? Как бы их тоже поддержать в их... Мне самому было интересно. Чтобы и непонятно, как это все можно хотеть, это все делать и успевать. У тебя на учебу-то время хватает? Хватает. Я отличник. Или тебе учеба быстро дается? Я слышала, что ты отличник, еще и другим помогаешь детям, которые куклы это как подарочные, или они какие-то как Они сувенирные, получается. Я делаю под заказ, отправляют фотографии, и я по образу делаю. То есть ты уже и деньги зарабатываешь? И, кстати, о деньгах у нас есть еще и очень интересная информация. Николая, мы о ней расскажем после рекламы. У нас через 30 секунд.
Якутск сегодня. Мы снова в эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня». В нашей студии координатор социальных программ фонда «Дети Сахазии» Елена Щеглова и победители конкурсов 2017 года Коля Николаев, ученик школы номер 1 8 класса, и Виктория Петрова, ученица городской гимназии. И я вот перед рекламой Николая прервала, он рассказывал о своих увлечениях, и одним из увлечений... Я участвовал в конкурсе «Дети Азии» и выиграл номинацию «Бриллианты года». Мне дали денежную сумму в количестве 50 тысяч рублей. Получается же у тебя уже? Угу. Ты же сказал, что ты пишешь музыку. Угу. И среди твоих увлечений тогда можно предположить, что музыка все-таки в приоритете, что это увлечение для тебя, вот, может быть, как будущая профессия, или ты пока еще не определился? Я еще не определился, но я пытаюсь ее совмещать. Так. Это очень круто дома в свою студию иметь. А как она выглядит? Ты туда закупил оборудование, да? Угу. Я купил звук. А в этой студии пока пишешься ты сам или твои друзья тоже приходят, вы делаете какое-то, совместные какие-то, записываете произведения? Только на стадии доработки я создаю только. Хочу пожелать тебе удачи, еще раз тебя поздравить, ты большой молодец. И хочу слушателям напомнить, что мы в прямом эфире, и мы говорим о конкурсах, в которых можно участвовать, показать себя, попробовать себя. И еще из 1166 телефоны прямого эфира. У нас есть один дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Угу. Меня зовут Петрова. Это самая фамилия. Имя еще скажите. Имя скажите свое. Саргалана. Саргалана, слушаем вас. Это самое. Хотела... У нас два одаренных ребенка в студии. Это Коля Николаев и Виктория Петрова. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на нашей волне. И в конце эфира мы еще раз назовем телефоны, по которым вы сможете дозвониться и подать заявку на участие в конкурсах вот уже в этом году. Конечно же, очень приятно получить главный приз. Это поездку в Москву. Виктория... Было замечательно. Я познакомилась с очень многими людьми, получается, с разных стран, разных национальностей, с разных городов. И это была именно та атмосфера, в которой мы пребывали. Мы все общались, нам было комфортно друг с другом. Мы узнавали что-то новое о других национальностях, о других городах, о других странах. И я же не спрашивала, из какой-то страны или из какого-то города. Мы просто общались. Но там были из Казахстана. С наших всех регионов, со стран ближнего зарубежья, то есть бывшей страны СНГ, в смысле стран СНГ. То есть со всех стран приезжают дети, и они все разговаривают, они все живут все вместе в соседних комнатах, и это уникально. А какие мероприятия вы там посетили? Что вы посмотрели в Москве? Что тебе больше всего запомнилось? Мы вообще посетили очень много разнообразных мест. Мы были и на Красной площади, и в Большом театре, посетили зоопарк. И это было все очень интересно. Осталось столько эмоций. Можно же сравнить. Все было хорошо. Что там было? Ты уже забыла все? У меня очень перемешались вот эти вот воспоминания. Я не помню именно, я не могу выделить один день, потому что... Было интересно, весело, познавательно. Ты еще планируешь принимать участие в подобных конкурсах? Как-то у тебя появился такой азарт? Да, конечно, я собираюсь принимать, и я принимаю участие в таких конкурсах, потому что это серьезно, можно выиграть такой приз, поездку в Москву. Я думаю, каждый человек, у которого есть талант, и который хочет принимать участие в конкурсах, он может выиграть поездку, если постарается, если поверит в себя и если примет участие. Всего-то нужно действительно желание, вера в себя и сделать вот этот вот шаг, то есть какое-то действие. Да. Но здорово в 14 лет уже вот так заработать, на поездку в Москву, еще так много приобрести знакомых, хороших. Теперь общаетесь после той поездки? Да, конечно, мы все очень сдружились, да. Сейчас же это можно сделать просто благодаря соцсетям. Да. В этом году участников в конкурсах также ждет поездка в Москву. Будут ли какие-то еще новшества, кроме тех вот уже призов, которые
являются традиционными, так скажем. Ну, дети, которые поедут в Москву, их на самом деле ожидает очень увлекательная программа. Это действительно 5 дней пребывания, и традиционно 1 июня нас встречает Большой театр. То есть мы все приглашаемся в Большой театр. Нас встречает знаменитый российский советский писатель Альберт Лиханов. Он приветствует детей, поздравляет их с праздником, зачитывает поздравления от Владимира Путина, от президента. То есть дети такое вообще впервые видят, слышат, и столько им внимания. Потом мы отправляемся в ресторан, в лучший ресторан Москвы, это Метрополь. То есть дети находятся в таком шоке от его красоты, от того, как их обслуживают и тому подобное. То есть они такого никогда в жизни, я думаю, не видели. И не знаю, получится ли увидеть них снова. И в этом году детей ожидает та же самая программа, но каждый год у нас есть какие-то новшества, какие-то обновления, о которых мы сейчас не будем говорить. Пусть это будет сюрпризом для детей, которые выиграют эту поездку. И я хочу сказать, что вот конкурс, в котором победил Коля, где он выиграл денежный приз, это традиционный конкурс фонда, который проходит уже более 20 лет. Этот конкурс называется «Лауреат премии детского фонда». Там 7 номинаций, о которых мы можем поговорить попозже, потому что этот конкурс проходит в конце года, как завершающий, как подводящий итоги конкурс. И вот Коля у нас уникальный, на самом деле, участник наших конкурсов, потому что он нас победил не в одном конкурсе в году, а сразу в 2 конкурсах, то есть и на денежный приз, и на поездку в Москву. То есть это вот мы, как многие скажут, такого не бывает, а такое бывает, и мы решили как поощрить такого. Был в Москве, во 2-й раз было намного ярче, потому что я посещал такие места, как Большой театр, до этого я еще не посещал. Музеи Отечественной войны, там еще хорошие места. Но главное, что тебе понравилось. Угу. В этом году ты тоже принимаешь участие в конкурсах или решил отдохнуть? Как получится, постараюсь, наверное. Не так уж осталось много времени для тех, кто хочет принять участие в конкурсах. И, Лена, назовите, пожалуйста, до какого числа можно подать заявку, и еще раз телефоны, по которым можно вам позвонить. В этом году у нас сразу 2 конкурса достижения, на которые могут дети подать заявки. Это конкурс «Наследник земли Аллахо», где ребенку достаточно будет исполнить песню на национальном языке, то есть национальную якутскую песню, либо танец, либо сыграть на национальном якутском инструменте. Записать это все на видео и отправить нам, и ожидать звонка от нас. И также конкурс «История моих побед» — это это конкурс всевозможных достижений от детей, находящихся на воспитании в детских домах, либо в замещающих семьях. То есть здесь нужно отправить заявки до 1 апреля нам на электронную почту, и, возможно, ребенок победит в Москву. И телефоны, пожалуйста. Телефоны фонда 42 20 90 42 13 37. Спасибо большое вам за то, что вы сегодня гостили в нашей студии. А всем, кто был с нами вместе во время эфира, спасибо за внимание. Всем хорошего дня, творчества и, конечно же, участия в отличных конкурсах, в которых можно выиграть такие замечательные призы. Всем хорошего дня.